Доброе утро, дорогие телезрители! Это «Утро Якутии» на каналах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы сегодня рады приветствовать вас в нашей студии. С вами Полина Долинская и Степан Федоренко. На календаре 26 февраля. Этот день мы с вами встречаем вместе. И по традиции мы с вами начнем это утро с нашим фитнес-тренером. А также у нашего коллеги Ивана Лазаренко мы узнаем, почему нынче наличность не в цене. Ну а в нашей новой рубрике «Говорим правильно» мы узнаем нюансы продвижения ударения и узнаем, что нам приготовила на эти выходные киноафиша. Также у нас сегодня будут интересные гости. Мы поговорим с исполняющим обязанности главы города Якутска Евгением Григорьевым о том, как будет развиваться Якутск в ближайшие 3 года, по каким направлениям будет работать программа благоустройства, и обсудим вместе с режиссером Ольгой Андреевой театральную постановку по пьесе Эжена Ионеско. Ну а по традиции начнем мы свой эфир с информацией о погоде. Сегодня в центральных районах ожидается температура воздуха от минус 42 до минус 44 градусов. В заречной группе 38-43 градуса мороза. В южных минус 33 градуса. В Вилюйской группе от минус 37 до минус 43 градусов. В Нижнеленских 42-40 градусов мороза. В западных минус 27, минус 35 градусов. В Колыма-Индигирской группе улусов 26-48 градусов. Такой большой разброс мороза, естественно. В Янских минус 42, минус 45. На северо-западе 34-45 градусов ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, штиль. Преимущественно ожидаем днем погоду без осадков. Утром местами туман, ветер слабый. Температура воздуха минус 26, минус 28 градусов. Также в это утро мы обязательно проведем конкурс на самого внимательного телезрителя. Для этого вам нужно смотреть нашу программу, внимательно все отмечать, ну а потом оказаться самым быстрым и вовремя отправить правильный ответ на наш номер WhatsApp. Да, напомню, номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Также напомню, что призы предоставлены магазином 220 вольт. Вот сегодня это вот такой вот замечательный клеевой пистолет, по-моему. Да, по-моему, да. Так что будьте внимательны. И смотрите, конечно же, нашу программу. Сотрудники ФСИН Свердловской области в течение месяца выслеживали скрывавшегося от исправительных работ мужчину. Помогли им в этом социальные сети. К нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Вот на чем попался беглец? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. В течение этого месяца сотрудники переписывались с ним от имени девушки. Через месяц он пригласил ее на свидание, но на встречу вместо белокурой красавицы приехали сами ФСИНовцы. А условный срок заменился реальным. Ну а теперь к главным событиям. Введение нового порядка техосмотра автомобилей будет отложен до 1 октября текущего года из-за пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, новый порядок ТО должен был вступить в силу с 1 марта. В частности, предполагалось введение электронных диагностических карт и фотофиксации. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежно разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки очереди в условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной. Это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращая внимание министерств и ведомств, нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры, их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно.
поселке Батагай Верхоянского района появится арктическое подразделение якутской базы авиационной охраны лесов. Такое решение обусловлено тем, что на территории Арктики за последние пару лет наблюдается большое распространение лесных пожаров. А температурный режим, фиксируемый специалистами, даже был выше, чем в других частях региона. Коллектив нового филиала составит порядка 30 человек. Это десантники и парашютисты. Их переподготовка завершится до начала пожароопасного сезона в Арктике. Это для нас новое. И туда буквально заместителем министра ГЕ Максим Николаевич мы вылетали в Батагай, встречались с руководством района, провели ряд совещаний по подготовке к пожароопасному сезону, по созданию вот этого арктического подразделения. И смотрели здания сооружения, которые там имеются. Общались также со службой занятости, с медицинскими работниками по наличию медицинской комиссии, чтобы можно было там провести. Ряд сложностей есть, но тем не менее я думаю, что те задачи, которые стоят, мы это все сделаем и выполним. На сегодня. Тем временем работники авиапожарных служб остальных частей со всей республики начали ежегодное техническое обучение и подтверждение своей профессиональной квалификации. Это требование является для пожарных обязательным и состоит не только из теории прохождения медицинской комиссии, но и практической части. Это занятия по укладке спусковых устройств, парашютов, знания работы с бензопилой и другими пожарными инструментами. Предусмотрена и воздушная тренировка, где ребята будут спускаться с вертолета Ми-8, прыгать с самолета Ан-2. Обучение проходит на территории Якутска и села Маган. 11-классники, планирующие сдавать единый государственный экзамен в этом году, смогут изменить или дополнить перечень выбранных для сдачи предметов. Для этого нужно подать заявление не позже, чем за 2 недели до начала экзамена. Об этом сообщается на сайте Рособорнадзора. Заявление подается в Государственную экзаменационную комиссию. Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня – 3 и 4 июня. Якутские студенческие отряды вошли в топ-10 отрядов России по итогам 2020 года. Таковы итоги ежегодного всероссийского конкурса. Ребята поднялись на 9 позиций и заняли 9-е место среди всех регионов. Это высокая оценка работы отрядов и заслуженная награда всех командиров, комиссаров и бойцов, написал на своей странице в Твиттер председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Также сообщается, что среди вузов страны проводился конкурс на лучшую практику организации деятельности студотрядов, в котором Северо-Восточный федеральный университет занял 5-е место из 49 университетов. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну а мы продолжаем. Приход долгожданной весны связан с предвкушением тепла, долгожданной бодрости, но для организма этот приход не всегда столь приятен. Среди характерных признаков это усталость, сонливость, раздражительность. У меня, знаешь, весна приходит не только в марте, иногда и в январе. Это, судя по вот этим признакам, сонливости, раздражительности. А иногда и в декабре начинается. Ну, вообще, мириться с этим и ждать, когда наш ослабленный за зиму организм сам справится с собственными силами, это, конечно, не самое лучшее решение. В нашей рубрике «Зарядка» тренер Мария Миронова расскажет нам и покажет, как держать в тонусе не только тело, но и настроение. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе и ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем
легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колено на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока! С самого раннего возраста нам в детстве перед сном родители обычно рассказывают сказки. При этом они стараются выбирать такие, чтобы в них, в этих сказках была мораль. Что такое хорошо и что такое плохо. Степа, вот как у вас вечера проходят? Читаешь ли ты деткам сказки? Ну, ты знаешь, я пытаюсь, но YouTube меня побеждает все-таки. За современные технологии. Современные проблемы требуют современных решений. Ну, а, кстати, сегодня, 26 февраля, Международный день сказок. Ну, а также какие еще сегодня даты и события, мы узнаем в нашей следующей рубрике. – 26 февраля – Всемирный день неторопливости. Идея международного праздника, как ни странно, принадлежит активным итальянцам. В стране существует Ассоциация искусства медленно жить. Она разработала 14 заповедей отказа от спешки. Сегодня также праздник фонарей Юаньсао в Китае. Он отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю. В центре города развешивают множество фонарей разнообразных форм и размеров, устраивают фейерверки, шествия и танцы. Праздник фонарей завершает встречу Нового года. А в Канаде сегодня день борьбы с хулиганством. По народному календарю, если сегодня пасмурный день, то весна будет холодной и долгой. 26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литрен пущен в оборот термин «микроб». Его попросили, и он придумал слово, образованное от греческого «микрос» – «малый» и «биос» – «жизнь». В 1935 году в этот день изобретатель Роберт Уотсон Уотт провел первое испытание радара. 26 февраля 1936 года в Германии выпустили первый народный автомобиль Volkswagen. В 1802 году в этот день родился Виктор Гюго, французский писатель-романтик. 26 февраля 1829 года на свет появился Леви Страус, американский промышленник, изобретатель джинсов. В этот же день, в 1869 году, родилась Надежда Крупская, русская революционерка, советский партийный деятель, супруга Владимира Ильича Ленина. 26 февраля 1954 года родился Реджеп Таyyip Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, нынешний президент Турции. Свой пост он занимает с 2014 года. Именины в этот день празднуют Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей. Еще одно замечательное событие произошло в нашей республике. Это событие запомнится очень надолго. В социальных сетях необычную свадьбу, которую сыграли молодожены в Нерюнгри, обсуждают по сей день. Да, бракосочетание коренного нерюнгринца Аяла Иванова и его невестки Нанайки прошло в старинных традициях якутского народа с исполнением всех предусмотренных обычаем обрядов. На празднике побывала Тамара Игнатьева. Во исполнении традиций народа Саха для жениха заранее был приготовлен ряд испытаний, подтверждающих его готовность стать главой семьи. В силе, ловкости и сноровке жениху Аялу, мастеру спорта по боксу, равных не оказалось. Он сумел доказать, что невеста выбрала самого достойного. Состязания прошли в упорной борьбе. Самую хорошую подготовку показал наш Аял Иванов и занял первое место. Обряд одевания невесты – одна из самых главных традиций народа Саха при подготовке к куру, свадьбе.
Об убранстве якутской невесты весом до 40 килограммов с украшениями из чистого серебра ходят легенды. Традиционные костюмы для молодоженов авторства художника-модельера Сарданы Федотовой были любезно предоставлены Республиканским театром Олонхо. У нас в Якутии расстояния большие, и поэтому необходимо одевать невесту, начиная с нательной одежды, заканчивая верхней одеждой. Не забывать одеть на нее все украшения, орнаменты, которые на ее одежде, на нарядной свадебной одежды, для защиты от холода, для защиты от сглаза, от невзгодий. После обряда одевания невесты жених усадил ее на лошадь. В честь свадьбы Эльвиры и Аяла впервые в истории города Нерюнгри по его улицам прошло шествие в якутских национальных костюмах. Настроение очень хорошее. Я женюсь на самой прекрасной женщине, и мне очень хорошо в этом якутском костюме, очень счастлив. Следует отметить, что самое активное участие в организации свадьбы приняли представители Нерюнгринской общественной организации «Саха Аймах». Они сами пришли на свадебные мероприятия в национальных костюмах народа Саха, как и гости из соседнего города Алдана. Шествие показывает нашу мощь, дружба, поддержка друг друга. Очень хорошая погода, солнечная, нам очень понравилось. Также в этот день молодожены устроили показательные соревнования по хамур-хапсагай для нерюнгринцев. Желающих помириться силами и получить приз от молодой семьи оказалось немало. Во-первых, молодоженов поздравляем с этим прекрасным днем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, чтобы всегда сопутствовало. И большое спасибо, что вы провели этот прекрасный наш вид спорта хапсагай. Спасибо. Многонациональный город Нерюнгри не удивишь интернациональными браками, но свадьба с соблюдением старинных обрядов и церемоний народа Саха прошла впервые. Я как нанайка, живущая на Среднем Амуре, была очень ошеломлена вашей красотой. Якутия прекрасная. Мне очень понравилось. Мне понравилось все. Обряд, эта свадьба. Очень бы хотелось, чтобы это все прям было так красиво. И чтобы наши детки чтили, все это знали, видели. Впечатление непередаваемое, потому что мы первый раз в жизни на якутской свадьбе. Эти обычаи, традиции, эти сумасшедшие украшения, эти меха. Как девочки, мне так нравится. Так в столице Южной Якутии одной семьей стало больше. Пусть вековые якутские традиции и обряды, благословения, алгыс и добрые пожелания близких и друзей приумножат радость и счастье в жизни молодой семьи. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну и пришло время объявить наш сегодняшний утренний конкурс. Итак, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Так как конкурс у нас на самого внимательного зрителя, вопрос будет у нас следующим. Мы посмотрели замечательный сюжет, а как же звали невесту из города Нерюнгри, где проходила эта чудесная свадьба? Невесту Нанайку. И победитель этого конкурса получит такой замечательный приз от магазина 220 вольт. Напомню, Самый быстрый, самый внимательный, отправляй свой ответ на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. В конце этой программы мы подведем итоги и выявим победителя. Ну что ж, мы продолжаем. И у нас в студии гость, исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Николаевич Григорьев. Евгений Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Накануне вы встречались с главой Якутии Айсеном Сергеевичем Николаевым. Какие итоги встречи вы могли бы рассказать, подвести? Вчера мы обсуждали очень важный для города вопрос, связанный с исполнением столичных функций. Сегодня уже почти треть, чуть больше трети, если быть точными, население Якутии живет в городе Якутске. И для нас, для всех, Якутск – это столица, это наше лицо. И была проведена работа, по результатам которой было доказано, что нам необходимо еще деньги добавить на столичные функции. Мы договорились, что эти деньги пойдут на две основные цели. Это строительство опор освещения уличных и строительство теплых остановок. И та, и другая проблема стоит остро, так как у нас
По состоянию на сегодняшний день только 64% города имеет уличное освещение, 36% еще не освещено. Если переходить к числам, то это около 14 тысяч опор есть, и надо построить еще около 7 тысяч. Поэтому, исходя из того, что у нас вот эта проблема требует больших капитальных вложений, договорились о том, что республика нас будет сейчас планомерно поддерживать, пока мы не достигнем, не осветим весь город. А сроки реализации вы уже говорили? Сроки реализации всего освещения города. Да. Ну, это процесс, наверное, пойдет, я надеюсь, 2024 год мы сможем реально уже иметь результаты ближе к 100%. Сейчас мы этот год и следующий год в рамках денег, которые будут предусмотрены по столичным функциям, все это сделаем. А дальше уже перейдем на концессию или на энергосервисный контракт. Начинается активная фаза подготовки мероприятий по трехлетнему плану благоустройства. Вот плановые расходы бюджета города Якутска составляют около 600 миллионов рублей. Расскажите вкратце об этом плане благоустройства. У нас в городе есть ряд проблем, которые невозможно не заметить, вне зависимости, в каком районе ты живешь. Одна из них базовых была дороги. И вторая проблема – это внутриквартальные проезды и дворовые территории. Благодаря участию в национальном проекте к 2024 году наш город будет иметь 85% дорог в нормативном состоянии. Что мы не могли сказать о наших дворовых территориях? Проведя ряд исследований, общений с гражданами, мы поняли то, что сегодня действительно очень важно заняться дворами. И в понимании того, что это зачастую строительно-монтажные работы, требующие разработку проекта, прохождения экспертизы самих строительно-монтажных работ, стало ясно, что это невозможно сделать в контексте одного года не только из-за требуемого количества денег, но и из-за сроков реализации. Поэтому 3 ближайших года мы будем заниматься исключительным благоустройством. И к концу реализации национального проекта к 2024 году, я думаю, каждый горожанин почувствует резкое увеличение качества комфортности в городе. Надеемся. Да. Во всех округах появятся воркаут-площадки, и впервые в нашем городе появятся именно целые спортивные районы. А когда и в каких районах будут установлены те самые тренажеры? Вообще принцип такой. Должна быть шаговая доступность в любом районе, с любого дома до центра притяжения спортивной площадки. Я хорошо помню свое детство, когда у нас ближайшие турники, вот я жил в районе Крестьянского рынка, до 26-й школы, либо до 202-го микрорайона доходили, чтобы на нормальных турниках и брусьях потренироваться. Это больше не должно быть. В каждом районе должна быть шаговая доступность, 10 минут максимум, и ты находишься на комфортной, хорошей площадке. Ну, это как вот у нас есть сейчас на Крупской, над озером стоит, и на пляже 202-го микрорайона. Вот такого класса площадки мы сделаем в каждом округе и в каждом пригороде. Ну и вот про дороги вопрос самый такой насущный, наверное, вообще у нас в России, даже не в городе Якутске. В этом году на дорожные работы направят свыше 2 миллиардов рублей. Эти работы по нацпроекту проводятся в Якутске с 2019 года. Сколько километров дорог планируется отремонтировать? В этом году мы будем работать на 42 объектах. Это в километрах составляет 48 километров 900 метров. Это, безусловно, рекорд. Такой объем дорог мы еще не ремонтировали. Это заслуга и работа, результат проведенной работы на протяжении 2 последних лет. Мы смогли сформировать команду, мы смогли нарастить службу заказчика. Мы сегодня собрали центр компетенции, который может выполнять такие объемы. Поэтому сегодня мы благодарны властям республики, республиканскому бюджету за выделение дополнительных 400 миллионов на 20 километров дополнительных, 26, и выделение около полумиллиарда рублей на реконструкцию проспекта Ленина. Знаковыми работами, конечно, будет у нас начало реконструкции проспекта Ленина. Да. Администрация города Якутска объявила именно о приеме сбора предложений от горожан по благоустройству нашего города. Вот что чаще всего предлагают неравнодушные граждане и какие вы намерены предложения поддержать?
Но сколько граждан, столько и предложений. Они носят абсолютно разный характер, как по трудоемкости, капиталоемкости и сроку реализации. Есть вопросы, которые касаются личного характера, есть вопросы системные. Сейчас мы сбор еще ведем, но в ближайшее время уже начнем формировать его по классам, уже классифицировать их для того, чтобы распределить по срокам реализации. Все предложения, которые были отправлены, они лягут в основу, должны лечь в основу и развития города Якутска как стратегии. Потому что задача руководства города, в принципе, это услышать желания и чаяния максимального количества горожан и заложить эти желания в основу стратегии развития города. И тогда действительно будет народная мэрия, тогда действительно будут народные цели, которые будет разделять максимальное количество горожан. Поэтому все услышано, все принято. Вот одно из самых быстро реализуемых, это где-то нужно было лампочки подкрутить, мы нашли ЖКХ, где-то нужно было очистить санитарные точки, автобус техтюр поехал. И начиная до таких, как вот нужно изменение русла горканала, строительство дополнительных дамб. Это все должно быть услышано, проработано. Я очень рад активной присутствии. Да, если власть слышит народ, это же здорово. Большое вам спасибо за интервью. Я напоминаю, что гостем нашей студии был исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев. Спасибо. С наступлением тепла многие автовладельцы размораживают свой транспорт. И также встречаются те, кто нарушают правила, так как любят быструю скорость, ну и тем самым увеличивая количество ДТП на дорогах. А вот чтобы снизить эту статистику, в Сунтарском районе решили провести необычную акцию. Из пластика, но на службе в Сунтарском районе на автомобильной дороге установили необычный экспонат. Предприятие «Сунтар Автодор» установил муляж патрульного автомобиля службы ГАИ с целью предупреждения аварийных ситуаций на дорогах. Как отмечают в ГИБДД, несмотря на то, что муляж сделан из пластика, он уже показал свою результативность. Издалека водители на дороге замечают пластиковый патрульный автомобиль и снижают скорость. В ночное время макет автомашины ДПС работает на аккумуляторе и даже имеет яркий маячок. Как отмечают сотрудники Сунтар Автодор, в планах поставить такие макеты и на других участках федеральной дороги. Цель установки данного макета составляет для снижения безопасности дорожного движения, чтобы в населенном пункте и за пределами для снижения риска автомобильной катастроф и безопасных ЧС. В дальнейшем, возможно, установка еще дополнительных видеокамер, чтобы снижение, опять же, то есть риск, уменьшение риска, так сказать. В это утро у нас проходит конкурс на самого внимательного телезрителя. Мы сегодня показали интересный сюжет и задали вопрос, который касался именно нюрнбергской свадьбы. Как же звали невесту Нанайку? Да. И свои правильные ответы вы отправляете к нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Самый быстрый, самый первый, кто правильно ответит, получит такой замечательный приз, который предоставил наш спонсор – магазин 220 вольт. Да, но, кстати, на этот номер WhatsApp вы можете отправлять и также свои приветы, поздравления для своих близких, родных, а также какие-то интересные новости. Вот одно такое поздравление пришло. Доброе утро. Сегодня с днем рождения поздравляем любимую сестренку Постникову Александру Николаевну. Желаем здоровья, успехов в работе, счастья, любви. Целуем, обнимаем, родные Статинского улуса. Мы с удовольствием также присоединяемся к поздравлениям. Ну и обычно еще желают очень много денег. Вот, Степа, как ты, кстати, предпочитаешь рассчитываться? Наличкой или картой? Конечно, картой. Я не помню уже, когда последнее время рассчитывался наличкой. Это так удобно. Не надо никакой сдачи ждать, не надо никакой мелочи в карманах носить. Карта – это очень удобно. Вообще, на самом деле, то есть в наш цифровой век сейчас именно расплачиваться системой Apple Pay, тоже может быть не всегда удобно, потому что иногда телефоны могут разрядиться, а карты остаться дома.
Да, ну и последние статистические данные показывают, что большинство используют для оплаты покупок банковские карты. Так ответили 94% участников проведенного опроса. Подробнее об этом в экономическом обзоре Ивана Лазаренко. Согласно результатам проведенного опроса, почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Кроме того, большинство заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. При этом чаще всего это делают по привычке – 62%, или потому что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными. Так ответили 49%. Большинство используют для оплаты покупок банковские карты. Так ответили 94% опрошенных. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта. При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты. Этот способ назвали лучшим 57% опрошенных. Вместе с тем, для повседневных покупок почти половина респондентов одновременно используют и наличные деньги. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса. Продление на год программы льготного кредитования под 3%. Мишустин напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса завершает свое действие, однако есть отрасли экономики, которые пока не восстановились до кризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время. Премьер подчеркнул, что компании получат возможности для роста, и в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Новой программой, по его словам, теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Россияне, которые уже получают жилищные пособия, могут получать и деньги на продукты. С такой инициативой выступил Союз потребителей, обратившийся в Минпромторг. Общественники выступают с инициативой компенсировать малоимущим часть затрат на продукты. Это касается тех людей, у кого доля платежей за коммуналку в семейном доходе составляет 22% и более. Эту часть населения государство уже признало нуждающейся, им компенсируют часть трат. Союз потребителей предлагает этим же гражданам перечислять ежемесячно по 3000 рублей и разрешать их тратить на отечественные продукты. Так государство сможет поддержать и нуждающихся, и отечественную пищевую промышленность. Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС и секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег, подчеркивают в Центробанке. В частности, регулятор рекомендует банкам использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями. Также в Центробанке считают, что банкам следует не реже 2 раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению мошенничества и отслеживать, как она отражается на динамике переводов без согласия клиента. В эту самую минуту к нам присоединялся наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, тебе слово. Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. Глава Минздрава отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России все же продолжается, несмотря на снижение числа заболевших. Для защиты жизни и здоровья граждан в субъектах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия, сказал он на селекторном совещании с регионами. Более 1000 умных камер планируют установить в Якутске. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов в ходе отчета правительства. В столице началась установка умных камер на основе искусственного интеллекта. Всего будет установлено более 1000 единиц, сказал он. Министр подчеркнул, что это будет способствовать не только поимке преступников и поиску угнанных машин, но и позволит оказывать помощь потерявшимся людям. Кроме того, он отметил, что необходимо переходить на энергоэффективные технологии в плане освещения города.
На базе суперкампуса планируют создать до 15 тысяч школьных мест в Якутске. Об этом сообщил министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев также во время отчета правительства. По его словам, до 2025 года при успешной реализации проекта по строительству суперкампуса планируется на базе колледжей создать не менее 5 тысяч мест, а совместно с Внешэкономбанком еще 10 тысяч. Таким образом, при успешной реализации запланированных мероприятий будет создано порядка 15 тысяч мест для общего образования. Напомним, суперкампус должен объединить все учреждения среднепрофессионального образования в Якутске на территории более 60 тысяч квадратных метров в Кангаласах. Стоимость проекта оценивается почти в 11 миллиардов рублей. Создать спортклубы в каждой школе планируют в России до 2024 года. Об этом говорится на сайте Министерства спорта. Мероприятия по развитию школьного спорта предусмотрены новой редакцией межотраслевой программы. Документ нацелен на увеличение числа детей и молодежи, занимающихся физкультурой и спортом, а также на совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях. Так, в муниципальных образованиях и регионах будут создаваться школьные спортивные лиги. Продолжат проводить всероссийские спортивные соревнования школьников и всероссийские спортивные игры школьников. Сотрудники госавтоинспекции Намского района проводят занятия по безопасности со школьниками и их родителями. В 4 школах имеется мобильный городок. Он позволяет на практике отрабатывать с детьми правила дорожного движения и различные ситуации, которые могут возникнуть на пути в школу. В СОЖ номер 2 в игровой форме дети примерили на себя роли пешехода, водителя за рулем автомобиля или полицейского. Были смоделированы различные дорожные ловушки, разобраться в которых ребятам помогли госавтоинспекторы. За этот год сотрудники Намского района только в этой школе провели 9 занятий с применением мобильного городка. Постоянно каждое утро с без 15:08 до 8:30 постоянно стоим возле детских образовательных и дошкольных учреждений. Чтобы профилактика была, но все равно там выявляем нарушения. В основном водители не пропускают пешеходов. Уважения друг к другу нет и со стороны водителя, и со стороны пешеходов. Пересекаем. Сейчас более-менее стало уже друг друга понимает, уважает пешеходов, пропускает постоянно. У меня к этой минуте все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Но мы продолжаем еще немножко новостей, то ли о деньгах, то ли об искусстве. От 5 до 8 миллионов за пейзаж. Именно такую сумму называют эксперты за продажу известной картины Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре». Картину Ван Гога впервые покажут широкой публике. Эту картину, которая изображает деталь парижского пейзажа, выставят на торгах аукционного дома Сотбис. На протяжении нескольких поколений картина принадлежала одной семье, а посмотреть на нее можно было только в каталоге. Как отмечают эксперты, это очень редкое полотно. Но специалисты видят в ней нечто гораздо большее. Особенно привлекают внимание экспертов – это яркие краски. По всей вероятности, Винсент Ван Гог использовал пигмент очень хорошего качества. Сейчас картина находится на своей исторической родине, в Париже. А в ближайшее время Сотбис покажет ее также в Амстердаме и в Бангкоке. Несмотря на то, что жил и творил Ван Гог в 19 веке, его шедеврами мы можем наслаждаться по сей день. Ну а также у нас есть возможность узнать о более древней цивилизации. Например, о древних ископаемых мамонтах в рубрике «Музейный гид». Перед вами на подиуме череп мамонта. Посмотрите, пожалуйста, какой он большой. Здесь мы видим глазницы, место крепления хобота и альвеолы, из которого вырастают огромные бивни. Самый крупный зарегистрированный бивень на территории Якутии достигал около 140 килограмм. Череп вытянутой формы, и мы видим такой вот затылочная часть, какая у него крупная. Почему же она такая у него крупная? Чтобы ворочать огромной тяжелой головой, нужны очень сильные шейные мышцы. И чем больше вот этот вот диаметр, чем больше мест для крепления мощных шейных мышц. И природа пошла таким образом, что место крепления
шейных мышц пошло в сторону увеличения затылочной части. Этот череп мамонта был найден на Верхней Колыме, местности Ирилях-Сены. И считается, что этот череп один из самых крупных черепов, которые были найдены на территории Якутии такой полной сохранности. Большую помощь, конечно, музею мамонта, палеонтологам разных институтов, конечно же, оказывают местные жители, которые на своих охотничьих угодьях, рыболовецких участках, на своих родных землях ищут бивни мамонта. В основном в последнее время наши первые информаторы – это искатели бивней. Но и опять же, есть определенные места, так называемые опорные местонахождения, которые известны еще с 19-20 веков, в которых саккумулировано огромное количество костных останков. В последнее время мы очень часто посещаем наш научный стационар Батагайка в Верхоянском районе, там, где огромный котлован, провал земли, в котором были обнаружены интереснейшие находки. Это батагайский бизоненок, верхоянская лошадь и верхоянский жеребенок. Ну а сейчас мы переходим на нашу новую рубрику «Говорим правильно» и узнаем, как говорить не красиво, а грамотно. Свекла или свекла? Свекла. Свекла или свекла? Свекла. Свекла или свекла? Свекла. Свекла. Доброе утро. Действительно, русскоговорящие люди могут подумать: повезло французам. Наше русское словесное ударение приносит нам много хлопот. Оно может быть подвижным и неподвижным, оно может различать значение слов или формы слова, и к тому же оно не фиксировано на каком-то определенном слоге или части слова. И вот как раз слово «свекла» приносит нам эти хлопоты. Правильное произношение именно «свекла». Наверное, неверное произношение появилось потому, что долгое время мы не обозначали на письме букву «ё», не писали этих точечек сверху, и отсюда возникли у нас проблемы с произношением. Но на самом деле запомнить произношение этого слова совсем не сложно. Для этого достаточно выучить стишок-запоминалку. В огороде Фёкла посадила свеклу. Но нужно помнить, что, например, в слове «свекловичный» ударение уже смещается, а в слове «свекольник», «свекловод» ударение падает на суффиксы. Давайте говорить правильно. Да, давайте говорить правильно. Вот у нас, например, в театральном институте студентов учат, что весь первый курс вообще не разрешают говорить студентам, так как к слову нужно прийти, а еще и правильно его сказать. Это очень важно. Но... В это воскресенье, 28 февраля, состоится премьера пьесы Эжена Ионеско «Лысая певица». По законам драмы абсурда актеры, нарушая логику, повествуют о насущных проблемах. Нелогичный театр нацелен на то, чтобы зритель избавился от шаблонов в своем восприятии и взглянул на свою жизнь по-новому. Ольга Андреева – режиссер и педагог, человек, который всю жизнь посвятил работе с художественной театральной самодеятельностью. Есть мнение, что каждый ребенок должен пройти сцену. Как меняет сцена человека? Какие струнки души заставляет звучать? В 80-х годах во Дворце пионеров театральная студия «Синяя птица» под руководством режиссера поставила спектакли «Ночь после выпуска», «Синяя птица», «А зори здесь тихие», «Маленький принц» и другие. В начале 90-х Ольга Андреева преподает в колледже культуры и искусств режиссуру, сценическое мастерство и историю театра. Но душа просит творческой практики. И вот исполняется заветная мечта – работа в Народном театре. Выпускники колледжа культуры и искусств предлагают поехать к ним на родину, в Момский народный театр имени Тамары Апрасимовой. Актеры театра – люди разных профессий – от кочегара до воспитателей детских садов и школьных учителей.
За 2 года работы в МОМе было поставлено 7 спектаклей. Среди них «Гамлет». По словам Ольги Андреевой, Народный театр – особенный организм. Профессиональные актеры включают рациональное мышление, а самодеятельные актеры следуют интуиции, вверяя свои души режиссеру. Сегодня Ольга Андреева – режиссер театральных представлений в цирке. Волшебный мир цирка покорил ее. И там Ольга Андреева создает детскую театральную студию «Три апельсина». Юные студийцы имеют возможность участвовать в цирковых представлениях. Со времен детской театральной студии «Синяя птица» прошло более 30 лет. По воле случая птенцы «Синей птицы» слетелись и решили на время вернуться в волшебное детство, которое им подарила Ольга Андреева. Гость нашей студии театральный режиссер Ольга Никитишна Андреева. Ольга Никитишна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, откуда у вас любовь к самодеятельному народному творчеству? Возможно, это с детства. Когда была школьницей, я была пионер-вожатой у детишек «Октября», потом они пионерами стали. И там организовывала спектакли. И, видимо, это подвигло меня заняться режиссурой. Вот закончила институт, а после института меня буквально забрали в отдел культуры. А я хотела в Народный театр, потому что хотелось творить, создавать. А Немирович Данченко говорил, у режиссера 3 ипостаси. Первая, конечно, толкователь пьесы, творческий подход к пьесе, а вторая ипостась – педагог. То есть он в артисте своем должен открыть какие-то неизведанные пока доселе. Для самого артиста. Да, какие-то возможности. И направить именно в русло своего замысла по спектаклю. Ну и третий – это организатор. И вот все эти 3 ипостаси, честно говоря, именно в самодеятельном театре. Самодеятельными артистами приходится. Они же ничего не знают. В профессиональном театре, Степан, да? Они уже прошли школу, они профессионалы, их учить ничему не надо. Это так кажется. А в самодеятельном театре у них глаза открыты, и столько радости после спектакля, просто это невозможно описать, это на сердце так ложится, благодарность такая. И вот после института, я сказала, после отдела культуры я сбежала во дворец детского творчества, сейчас называется. Фаина Иннокентьевна сама пригласила, потому что на сцене дворца был мой дипломный спектакль «Любовь к 3 апельсинам». А вот, кстати, вот отличается чем-то работа с детьми от работы со взрослыми? Преподавание именно или, может быть, подход самих актеров? Ну, естественно, дети – это вообще непосредственность. Им не надо учиться. Вот артисты учатся наивности, чтобы не было наигрыша. А у детей это вот эти чувства, качества. А у детей это все открыто. Только увлечь их. И, конечно, вот сейчас, по прошествии стольких лет, я, готовясь к этой передаче, подумала, наверное, человек 120 прошло через театральную студию «Синяя птица». Вот кто меня видит, всем ребятам, потому что скоро, вы уже сказали, будет премьера, и именно выпускники попросили меня, чтобы я поставила с ними спектакль. Вот как раз по поводу премьеры, вот почему именно театр абсурда, почему вот так вот выбрали? Вообще, если перечислить все спектакли, которые я поставила, и в «Синей птице», и в МОМе, и со студентами, в принципе, очень большая география, мировая, классика и местная литература. Например, в МОМе ставили Алан Хо, Көтер Мюльгүн. Вообще МОМа, я тоже МОМе привет передаю, они сейчас смотрят. Вот. А абсурд
Ну, сами, наверное, уж догадались, что в жизни у нас происходит, кажется, логическое что-то. Вот мы едим, вот мы разговариваем, но мы не слышим друг друга. И все происходит, если с высоты птичьего полета посмотреть, абсурд. Но у меня акцент в спектакле будет на то, что люди теряют время. Не понимают. Что вообще ждет зрителей именно вот в это воскресенье? Заинтригуйте, расскажите немножко. Да, 28 февраля в 16:00 на сцене Дворца детского творчества состоится премьера. В Якутске ни разу лысую певицу Эжена Ионеско не ставили. Поэтому, кто придет к нам, будете первыми зрителями этого произведения. Интрига, конечно, есть, и не одна. Посмотрите. Но самое главное, что это было по Зуму. Вы представляете, репетиции? Репетиции по Зуму. Да. Как нам это знакомо. И тем более у нас один молодой человек прилетел с Иркутска. Мой выпускник. Он сейчас архитектор там. И вот мы с ним общались. Общались и репетировали. По ночному время-то не совпадает. Ночью мы репетировали. Вот. Поэтому милости просим на нашу премьеру. А почему выбор пал именно на это произведение? И из каких еще выбирали? Ну, в принципе, я знаю моих выпускников, они хотели что-то необычное. Когда они у меня в детстве занимались, они все мечтали современную, о подростках. И вот мы поставили «Ночь после выпуска», например, Тендрякова. Там проблемы молодежи, проблемы доверия друг к другу. Вот. Актуальные проблемы, да? Да, очень для школьников. Вот. А когда они мне вот такую заявочку сделали: Ольга Никитична, давайте что-нибудь поставим. Не знаю, сразу же лысая певица всплыла. Так что... Большое спасибо, Ольга Никитична, за такое развернутое интервью. Друзья, мы всех, конечно же, приглашаем вас посетить и посмотреть, и убедиться, и сделать выводы. Ну, а что нам подготовили именно кинотеатры в эти выходные, мы узнаем в нашей рубрике «Афиша». Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» якутскую ленту «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Картина, получившая в минувшем году гран-при Кинотавра и ставшая настоящей сенсацией. Фильм повествует об отшельнице из Нахарки. Несмотря на то, что в поселке ее все, мягко говоря, не любят, но услугами ее не пренебрегают. Если случилась беда, она единственный шанс на спасение. Для нее это дар проклятия. Но мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. После многолетнего противостояния самых известных врагов полнометражная игровая картина Тима Стори вернет нам любимых персонажей мышонка Джерри и кота Тома. Компанию им составят Хлоя Грейс Морец. Этот отель посещали 4 президента, 3... По сюжету Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто. Кажется, я решила нашу проблему. Неужели? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
Есть чем заняться. Да, обязательно. Будет, да? А время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, а значит, самое время подводить итоги. Сегодня утром мы объявили конкурс на самого внимательного телезрителя, показали сюжет о необычной свадьбе в Нерюнгри и задали вопрос, как же звали невесту вот на этой прекрасной свадьбе. Правильный ответ – ее звали Эльвира. Да, ответов пришло очень-очень много. Зрители у нас очень-очень внимательные оказались. Но самый первый абонент, 4 последние цифры, 3859. Абонент с этими цифрами получает вот такой замечательный приз от магазина 220 вольт. Напомню, мы поздравляем вас именно поздравляем с победой, свяжемся с вами, скажем, где вы сможете забрать свой приз. Ну, а нам пора уже прощаться. Хороших вам выходных, отличного настроения. Всего самого-самого доброго.